Друзья, приветствую вас! Продолжаем обсуждать с вами новости уходящей недели. Славянские приюты для бездомных животных настолько переполнены, что некуда и мухи посадить. В середине октября прошлого года вступила в силу поправка к закону о защите животных. Политики единогласно приняли поправку, которая запрещает владельцам приютов умертвлять здоровых животных, если их в течение 30 дней не нашли новые хозяева. Причем расходы на содержание животных должны нести сами приюты в течение следующих 90 дней. Благодаря этому новому закону приюты переполнены и нет возможности принимать новых животных. Как я поняла, согласно новому закону, животных, которым не нашли хозяев в течение 4 месяцев, в итоге все равно умертвят. Таким образом, новый закон, с одной стороны, дает больше времени для поиска хозяина, но с другой стороны, у приюта нет возможности принять новых животных. Представляете, вы потеряли свою собаку, ищете ее, уже отчаялись, и вдруг последняя надежда, вы приходите в приют, а там вам говорят, что да, вашу собачку нашли, но вчера истекли все сроки, и ее пришлось умертвить. Но на самом деле в Словении такого произойти не может, так как все домашние животные имеют свой чип. И если в приют отдают какое-то потерявшееся животное, то приют первым делом проверяет, есть ли у этого животного чип или нет. Словению на Евровидении, которое должно состояться в мае 2023 года в Ливерпуле, представит молодая поп-рок группа Joker Out из Любляны. Песня будет записана на славянском языке, но сама песня еще не придумана, и музыканты просят поклонников и неравнодушных людей присылать свои тексты. Европейский вещательный союз объявил о серьезных изменениях в голосовании на Евровидении в следующем году. Главное новшество заключается в том, что в обоих полуфиналах будут голосовать только зрители. А это значит, что решение о первой десятке в финале будет принимать только голос народа, а не отдельные национальные жюри. Участие в Евровидении в 2023 году подтвердили 37 стран. Россию из-за войны в Украине исключили из конкурса. На церемонии вручения наград Европейской киноакадемии был отмечен славянский фильм под названием «Сексуальная жизнь бабушки» режиссера Уршки Джукич. Картина была признана лучшим короткометражным фильмом. Режиссер опиралась на свидетельства женщин, которые были собраны писательницей Миленой Миклаучич в книге «Огень рит инкаче нисо заикраче», что в переводе на русский означает «огонь, задница и змеи не для игрушек». Зритель отправится в прошлое и узнает историю интимной жизни одной сельской бабушки и об отношениях, в которых женщины находились в первой половине 20 века, о строгих церковных правилах, о строгих правилах в семье. В те времена женщины были просто объектами для удовлетворения сексуальных желаний своих мужей. Уршка Джукич в своей речи сказала, что благодаря этому успеху фильм увидит больше людей. И это величайший подарок для нас, для создателей фильма, а также для всех женщин, которые страдали в прошлом и страдают до сих пор. На самом деле меня очень заинтересовала эта новость. Я бы хотела посмотреть фильм, но, к сожалению, в Словении очень сложно найти какой-либо фильм. Даже не то, что в открытом доступе, но и за деньги, даже за деньги очень сложно найти и посмотреть какой-либо фильм. И если кто-то меня смотрит из Словении и знает, где можно посмотреть разные фильмы, то оставьте, пожалуйста, комментарий под этим видео. Я уже погуглила и нашла книгу. Думаю, что начну ее читать. Долгожданная кольцевая дорога Блед наконец-то начала строиться. Это историческое событие, которого жители Бледа, и не только Бледа, а всей Словении, ждали более 50 лет. Если позволит погода, строительство может быть завершено к концу следующего года.
В крайнем случае обещают закончить строительство во втором квартале 2024 года. Многое будет зависеть от зимних погодных условий. Первый этап строительства объездной дороги Блед будет стоить 6,3 миллиона евро. Наконец, знаменитое озеро Блед и его окрестности будут избавлены от заторов на дорогах через центр. А жители Бохеня смогут более быстро и легко добираться до своих домов. Это важно и для тех, кто ездит из Бохень в другие места, и требуется людям тратить до часа своего времени, чтобы проехать через Блед в летний час пик. Это также причина, по которой молодые люди эмигрируют из наикрасивейшего района Бохень. Государства-члены ЕС одобрили финансовую поддержку Украины в размере 18 миллиардов евро на следующий 2023 год. Это решение было принято, несмотря на противодействие Венгрии. Как было объявлено в Брюсселе, Совет достиг договоренности по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать помощь Украине в 2023 году. Совет принял решение в письменной форме и направит предложение в Европейский парламент, который может его одобрить уже на следующей неделе. Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе финансово, столько, сколько это будет необходимо. Принятое нами сегодня законодательство означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение 2023 года, заявил министр финансов Чехии. Беженцы из Украины и мигранты из России, которые тоже по своей сути являются беженцами, очень сильно повлияли на рынок недвижимости не только в Словении, но и в Черногории и в Сербии. В Черногории цены на аренду квартир резко выросли за последний год и даже удвоились. Основной причиной повышения цен является иммиграция большого количества россиян и украинцев. Из-за роста цен многим семьям приходится переезжать во все более маленькие квартиры. Цены на аренду больше всего выросли в Подгорице и на побережье. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в центре столицы Черногории год назад составляла около 350 евро, а сегодня от 600 до 700 евро. То же самое происходит в Сербии, куда с начала войны в Украине прибыло более 100 тысяч граждан России, сообщает Государственный центр защиты и помощи в Сербии. Большинство людей эмигрировали в Белград и крупные города, такие как Ниш и Нови Сад, где арендная плата за квартиры также удвоилась с начала марта. Друзья, на этом новости мои подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить лайк. До новых встреч. Пока-пока.